Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – фольклор в музыке русских композиторов. Сегодня мы поговорим про фольклор. Открыли тетради и пишем. Фольклор – это народное творчество. Это народные песни, танцы, былины и инструментальные наигрыши. Что такое симфоническая миниатюра? Это небольшое произведение для симфонического оркестра. Что такое колыбельная песня? Это древнейший жанр музыкального фольклора. Это песня, напеваемая людьми для успокаивания и засыпания. И узнаем виды музыкальных инструментов – челеста, флейта пикколо и английский рожок. Отечественные композиторы в своем творчестве постоянно обращались к русскому литературному фольклору, сказкам, легендам, преданиям. Сказка – это рассказ о вымышленных событиях и приключениях. В сказках герои справляются с любыми трудностями, побеждают злых волшебников, защищают и освобождают от врагов родную землю. В борьбе со злыми силами им помогают добрые люди, животные, растения и разные волшебные предметы. Сегодня мы познакомимся с русским народным сказанием, записанным Иваном Петровичем Сахаровым. Во время слушания сказания поразмышляйте о том, какую музыку могли бы сочинить на этот сюжет. Итак, внимательно слушаем. В 30-м царстве у кудесников в сказочных горах живет, растет кикимора. С утра до вечера чешет кикимору кот Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качает кикимору хрустальные колыбели. Ровно через 7 лет вырастет кикимора. Стучит, гремит кикимора от утра до вечера. Свистит, шипит кикимора с вечера до полуночи. За полуночи до бела света придет кудель конопляную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит кикимора на весь люд честной. Кикимора – это персонаж русских сказок и мифов. Считалось, что кикиморы причиняют людям различные неприятности, мешают спать и пугают различными звуками, досаждают маленьким детям, кидаются различными предметами, роняют и ломают вещи. Активность кикиморы могла даже вынудить хозяев покинуть свой дом. Ты, Глаша, ложись, а я Дунечку покачаю. Сегодня мы познакомимся с музыкальным портретом кикиморы, который сочинил русский композитор Анатолий Константинович Лядов. Его отец был дирижером Мариинского театра. Его мать умерла, когда Анатолию было всего 6 лет. И сцена оперного театра, где работал его отец, часто заменяла ему дом. Мальчиком Лядов участвовал в репетициях, слушал и знал все арии и хоры из опер. Придя домой, он изображал перед зеркалом понравившихся персонажей. В театре прошло детство и отрочество будущего композитора. В музыке он жил, музыкой был занят. В 15 лет Лядов поступил в Петербургскую консерваторию. Он был талантливым и разносторонним человеком. Рисовал, сочинял стихи, слыл знатоком театра, музыки, истории, литературы. Учителя говорили о нем. Он был очень талантлив и при этом умница. В 23 года еще совсем молодой композитор Анатолий Лядов стал профессором Петербургской консерватории. Большое влияние на его творчество оказал великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Именно он воспитал в Анатолии Константиновиче любовь к русскому фольклору,
Народное сказание так и заинтересовало Лядова, что портрет Кикиморы сразу лег в основу симфонического миниатюра. Тема Кикиморы наводит нас в ужас. Композитор рисует ужимки и прыжки Кикиморы. По характеру музыки мы видим злого, страшного персонажа. Мелодия колкая, скачущая, пронзительная. Стучит, визжит Кикимора, поднимает переполох и хочет напугать всех, чтобы все разбежались. Да ей кажется, что она торжествует, что ее все боятся. И вдруг композитор, как по мановению волшебной палочки, выключает звук. Оркестр на несколько мгновений замолкает. Оказывается, никто не испугался Кикимору, да и некого пугать. Тему Кикиморы исполняет флейта пикколо. Это деревянный духовой инструмент, обладает пронзительным и свистящим тембром. Звучит на октаву выше обыкновенной флейты. Анатолий Константинович Лядов явился создателем жанра симфоническая миниатюра. Симфоническая миниатюра – это небольшое произведение для симфонического оркестра. Еще один колоритный персонаж – кот Баюн, который качает в колыбельке Кикимору. Музыкальный инструмент – английский рожок, исполняет тему кота Баюна. Она звучит в жанре колыбельные песни. Английский рожок – это деревянный духовой музыкальный инструмент. Он является разновидностью гобоя. Колыбельная песня – это древнейший жанр музыкального фольклора, который имеет спокойный монотонный характер, обусловленный повторностью ритма интонации и однообразием припевных слов. Для создания сказочного образа в произведении композитор использовал тембр инструмента челесты. Челеста – это клавишно-ударный инструмент, внешне сходный с небольшим пианино. Состоит из деревянного корпуса и стальных пластин. Нажатие клавиши заставляет молоточек ударять по пластине, вызывая ее звучание. Название инструмента происходит от итальянского слова «небесный». Это один из дополнительных инструментов симфонического оркестра. Итак, ребята, на этом уроке мы познакомились с новым жанром симфоническая миниатюра, новыми тембрами музыкальных инструментов, композитором Анатолием Константиновичем Лядовым и с образом Кикиморы в его музыке. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.